Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Полицейские раскрыли разбой в Якутске. Подозреваемые ранее судимый 31-летний и 29-летний местные жители. Вчера около 9 часов вечера в полицию обратился 24-летний продавец торгового киоска. Он сообщил, что к нему зашли двое неизвестных мужчин и, угрожая ножом и битой, стали вымогать деньги. Они разбили витрину и несколько раз ударили битой продавца. Украв 22 тысячи рублей, подозреваемые скрылись. Всем наружным и оперативным службам немедленно была разослана ориентировка на задержание двух мужчин азиатской и европейской внешности. Примерно 30 лет. Схожие по описанию мужчины были задержаны по горячим следам. Потерпевший опознал задержанных. Медицинское освидетельствование показало, что подозреваемые находились в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что один из них ранее привлекался к уголовной ответственности. По их словам, они планировали потратить похищенные деньги на алкоголь. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. На жителя Усалданского района возбуждено уголовное дело за незаконное проникновение в жилище. В дежурную часть обратилась местная жительница и сообщила, что в ее частный дом проник мужчина, сломав входные двери. Женщина пояснила, что находилась в доме, когда услышала шум. Мужчина сначала выломал дверь террасы, а затем дверь дома. На требование покинуть помещение он не отреагировал. Испуганная хозяйка дома вызвала полицию. Прибывшими на место происшествия участковым уполномоченным полиции был задержан 28-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В Алданском районе двое подростков подозреваются в совершении кражи продуктов питания из магазина. Установлено, что злоумышленники проникли в магазин через окно. Похищены продукты питания, шоколадные батончики, сигареты, соки и жвачки. Полицейские в течение суток установили двоих подозреваемых – 18-летнего и 20-летнего, ранее судимого за кражу. Похищенное полицейские обнаружили при обыске на крыше дома, где проживает 18-летний подозреваемый. 19-летний житель Нерюнгри стал жертвой мошенников. Мошенники взломали аккаунт его знакомой в соцсети и написали ему. От ее имени они просили помочь ей вывести денежные средства с онлайн-кошелька и перевести их временно на его банковскую карту. Молодой человек согласился и по просьбе знакомой отправил ей номер карты, а также код подтверждения операции из СМС-сообщения. Затем ему на телефон поступило СМС-уведомление о списании денег с его карты. Тут же в социальной сети от аккаунта подруги поступило очередное сообщение с просьбой написать CVV-код, расположенный на обратной стороне банковской карты. Я начал выяснять, что происходит, на что мне начинают отвечать невнятно, не поясняя ничего, говоря то, что сейчас вернут деньги. Параллельно с этим средства до сих пор снимаются. После чего я задал наводящий вопрос, который знает только она, то есть на что не ответили, просто проигнорировали сообщение, после чего мне звонит сотрудник банка и спрашивает, переводил ли я. Я отвечаю, что я не переводил, прошу заблокировать мою карту, после чего сотрудник с моего согласия блокирует мою карту, и после чего я, обратившись в полицию с заявлением о том, что у меня украли деньги, не она, поскольку она после всех этих манипуляций отправляет мне голосовое сообщение, в котором я слушаю ее голос, и она говорит, что ее страницу ВКонтакте взломали. Объясняет, что переписку вела не она, что она только не могла зайти на свою страницу, поскольку она была взломлена и администрация ВКонтакте была заморожена. Ей присылали в личное сообщение администрации о том, что была смена пароля, о том, что ее страница переходила по неизвестной ссылке, после чего злоумышленники завладели ее паролем от страницы и логином. Зашли таким образом и провели свои манипуляции. Следователи установили личность мужчины, выпавшего из окна на машину в Якутске. Признаков насильственной смерти криминального характера на теле мужчины не имеется. По сообщению Следственного комитета по республике, погибший 1980 года рождения. Ранее судим за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. Имел склонность к их употреблению. Мужчина состоял на учете в наркологическом диспансере. Тело мужчины обнаружили прохожие, о чем сообщили в правоохранительные органы. Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины, назначена судебно-медицинская экспертиза. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.